Палестинская кухня в самом сердце ингушской Назрани. В каждом блюде частичка Палестины, будь то ароматный хумус, фалафель или хрустящий заатр. Эта кухня охватывает традиции практически всех стран Ближнего Востока. Это место стало символом их любви по родине, символом силы и выживания народа, который не забывает свои корни и стремится сохранить идентичность в любых условиях. Даже в сектор Газа мало кто знает про них. Очень интересный хлеб. Исторически делает в Аскалане, откуда я родом. Представляете, то есть отец мой, дедушка, когда выгнали их из города Аль-Машдаль Аскалан, они мигрировались в Газу, и в Газе все равно продолжали. Ребята приехали из Газы в Ингушетию, и все равно те традиции не заканчиваются. Вот этот хлеб именно делается в одном городе, называется Аль-Машдаль Аскалан. Идея открыть кафе палестинской кухни Матару Асаду пришла вместе с сестрой Любной. До этого она никогда не работала в ресторанном бизнесе. На родине была прокурором. Я хочу поблагодарить ингушского народа, который нас принял прекрасно. Его щедрости, которые нас постоянно окружают. Все, что мы можем сами делать для вас, все, что мы можем в палестинской кухне, для того, чтобы вы познакомились с этой кухней. Я надеюсь, вам понравится ингушскому народу. И наша кухня понравится вам. Многие спешат поздравить их с этим важным событием. Гости не только из Ингушетии пришли, как и полагается, не с пустыми руками. Все, что сейчас происходит в Палестине, это не просто военный конфликт, или это не просто территориальный спор, это геноцид, который в том числе претендует на то, чтобы быть геноцидом культуры. И, конечно, те люди, которые неравнодушны к этому вопросу, должны сделать все, чтобы как минимум культурного геноцида не произошло. И, конечно, гастрономический код любой национальной принадлежности, он очень важен, поэтому это здорово, что именно в Ингушетии открылось первое палестинское кафе. Помещение под кафе палестинцам предоставило руководство гостиницы «Аса» совершенно бесплатно. Теперь палестинки могут работать и зарабатывать, чтобы помогать родным, которые все еще находятся в зоне боевых действий. Так женщины чувствуют свою значимость. Именно в Ингушетии это единственный регион, где удалось женщинам работать в России. Мы сделали это в одном месте, где они живут, именно в отеле «Аса». Палестинцы признаются, они чувствуют любовь местного населения и понимают, что они не одиноки в своем горе и несчастье. Ингуши и жители России их всецело поддерживают. Наша исламская общая боль, поэтому, конечно, ингушский народ будет поддерживать, всегда будет поддерживать. Мы это чувствуем с первой минуты, когда они приехали сюда. Спасибо вам большое. Кафе «Палестинская кухня» работает ежедневно с 9 утра и до 9 вечера. Здесь ждут всех желающих и очень рады гостям. Тамара Хашагульгова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.